Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что смотрите мое видео, за вашу теплую поддержку в виде комментариев и лайков, за вашу помощь. Земной вам поклон. Сегодня предлагаю вам отсыпочку на вас. Давайте узнаем, что говорят люди о вас за вашей спиной, как к вам относятся, как вас воспринимают. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть все высшие силы входят моими руками, с кроме того, что сейчас желаем услышать и узнать. Так, интересные такие знаки. Тут все очень неоднозначно вышло. Рисунок разделился на две части. Для одних вы просто гениальные, бесподобные, самый лучший человечек в мире. А для других вы прям как острая косточка в горле. Понимаете, как тут все поделилось. Так, ну давайте, наверное, начнем с хорошего, да? С хорошего или нет? Давайте лучше начнем с того, какая вы есть на самом деле. Вот какой вас видят высшие силы. Вот какая вы в глазах высших сил. Да, это будет самый правильный момент. Смотрите, в глазах высших сил вы прекрасны. Вы прекрасны. Вы очень замечательный человек. Высшие силы оценивают вас не по внешним данным, а по красоте вашей души. Душа у вас очень светлая и очень-очень красивая. Вы очень честный и благородный человек. Вы являетесь носителем таланта. Таланта либо дара. Ну, вы все разные, у каждого это играет по-своему. Но есть у вас внутри есть свет. Свет, который вложили высшие силы. Вы родились с этим светом. Может быть, он закрыт и от вас, и от окружающих, но он есть в вашей душе. Есть. Энергетика у вас очень необычная, очень насыщенная, такая, знаете, переливается из такого светлого, нежного, голубого в фиолетовый. Фиолетовый, очень красивая энергетика. Знаете, вот я не удивлюсь, если кто-то из вас вот прирожденный целитель, биоэнергет, когда прикосновение, да, руки вы можете исцелять. Попробуйте как-нибудь, девочки, попробуйте, поверьте, вот здесь точно на эту отсыпку пришел человек, который обладает такими способностями. Вот 100%, с такой энергетикой по-любому, да, есть возможность исцелять и возможность передавать свою энергетику. А энергетика очень классная. Кстати, за вами из-за этого очень часто вампиры охотятся. Такие, знаете, энергетические вампиры. Люди-паразиты, как я их называю. Вот они прям охотятся за вашей энергетикой. Вот кто вас обижает, кто вас просто доводит до белого коленя, либо до слез, это вот они, да, вампиры. Кстати, у кого-то отыграется, что в семье есть такой человек. В семье постоянно пьет. И пьет и ест вас. Пьет и ест. Вам защита нужна от этого вампира. Защита, блок надо выставить. Так, ладно. Немножко отвлеклись. Смотрите, по поводу вас глазами высших сил. Есть одна очень важная деталь, которую вы про себя не знаете. У вас есть миссия, которую вы до сих пор в себе не открыли. Ну, миссия — это ваше предназначение, да, для чего вы пришли в этот мир. Ваша миссия невероятно благородная. Невероятно благородная. Это какая-то помощь, это нести
миру, людям знания, это служение, это посвящение себя какому-то искусству, либо какой-то науке, каким-то знаниям, может быть, даже и сакральным знаниям. Вам еще предстоит эту миссию в себе открыть, да, и послужить, как говорится. Но это же ваше предназначение, как по-другому. Кстати, кому-то вот прям недавно совсем какие-то мысли стали приходить в голову по поводу вашей миссии, вашего предназначения. Эти мысли, они очень правдивые, они очень правильные, и да, вы на правильном пути. Понятно, что каждый в свое время найдет свою миссию, но кому-то уже приходят такие идейки, да, мысли, которые вас ведут к вашему предназначению. Смотрите, еще у вас род, ваш род, он у вас за спиной стоит. Вы очень яркий представитель своего рода. Такое впечатление, что именно в вас сосредоточились самые лучшие и сильные качества вашего рода. И по линии отца, и по линии матери. Смотрите, за вами и линия отца, и линия матери стоит. Вас ангелы окружают, вас души окружают. Вы не одна, вы вообще никогда одна не остаетесь. С вами всегда есть либо ангел-хранитель, либо хранитель рода. Ваш непосредственный хранитель рода. Не оставляют вас, нет. Вы очень ценный человек. И для высших сил, и для своего рода. Все то, что вы пережили в своей жизни, вам отпущено было не просто так. Проходя все эти испытания, переживая все эти неприятные моменты, вы развивали свою душу. Вы открывали свой кругозор. Вы постигали новые науки, знания, информацию, ощущения через именно эмпирический путь. Да? Путь вот именно опыта, личного опыта. Это очень нужно для вашей души, для роста вашей души. Вы как коронованная мне идете. Вы меня простите, но у вас на голове маленькая корона. Это очень серьезный отличительный знак. Вы не похожи на обычного человека. Очень не похожи. Какая-то уникальность есть, уникальность. Вот где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, вы всегда в центре внимания, на вас всегда обращают внимание. Хорошие люди к вам тянутся, плохие пытаются вас грязью закидать. Возможно, иногда ваши близкие вам говорят, что вы немножко не от мира сего. Но это благодаря вот этой короне. Это правда, это правда. Вы всегда скажем так, на шаг впереди других людей. Вам легче дается информация, вы более прозорливы. Кто-то из вас прям предсказывает, причем безошибочно предсказывает. То есть такое, есть, и это правда. Корона у вас на голове. Высшие вас показывают коронованной особой. Так, давайте теперь разберемся с тем, как к вам относятся ваше окружение, те люди, которые вас окружают. Давайте начнем с хороших людей. Для хороших людей вы какая-то неземная, прекрасная, добрая, позитивная. Люди от вас кайфуют, вот от общения с вами, от дружбы с вами, от сотрудничества. Да? Вот просто ощущение драйва, кайфа и какого-то даже наслаждения у некоторых. Да? Вот оно идет, и оно ощущается. Вы очень эмпатичный человек. Вы понимаете, вы мимо не можете пройти, если кому-то нужна помощь и поддержка. Вы это просто вот всеми фибрами, да, вашего тела вы ощущаете, что человеку нужна помощь. Вы всегда остановитесь, вы всегда поговорите, вы всегда, если можете, да даже если не можете, все равно попытаетесь человеку помочь. Такая вы необычная. Вас ставят в пример, на вас равняются. Вас истинно любят. Хорошие люди вас очень любят. И, может быть, их не так много в вашем окружении, но эту любовь вы тоже на себе чувствуете. Что вас портит? Так это какая-то излишняя скромность. Будь вы немножечко
поактивнее, наверное, да, лучше это слово подобрать, активнее, вы бы большего в жизни добились, более короткие сроки, если бы были более активны. Ну, вот так оно и есть. Кстати, у вас в будущем тут человек один вышел, он просто вот с гигантским каким-то букетом в руках. Это ваше будущее. Видите, вот фигурка человека и вот этот гигантский букет. По букетам проходят либо очень какие-то ценные, дорогие подарки, ну, либо признание, опять же, цветы проходят. Вам кто-то признается. В будущем, кстати, в ближайшем будущем, да, потому что все-таки у нас в центре вышел рисунок, какое-то признание, предложение, очень шикарный подарок вам идет. Вы это получите. Это будет очень неожиданно, но очень-очень приятно. Так, теперь люди, которые к вам плохо относятся. Кто относится к вам плохо? Люди, которые вам завидуют, которые ленивые, бестолковые, такие, знаете, глупые, агрессивные. Вот они к вам плохо относятся. Вы для них как белая ворона, понимаете? Как белая ворона. На вашем фоне они уж очень черными выглядят. И они это понимают. И вот стараются вас либо на свою сторону перетащить, но это невозможно. Но вы никогда не станете плохой. Даже если будете стараться, все равно не сможете. Но у вас другая конструкция души. Либо они стараются вас вот тоже грязью испачкать. Да? Сказать, вот смотрите, не такая уж она и белая, да? На ней вон кляксы, пятна есть. Такого плана. И смотрите, что интересно, по большей части к вам плохо относятся именно женщины. Именно женщины вас пытаются грязью, да, обляпать, заляпать. Ну, такие, знаете, завистливые, подлые женщины. Я думаю, что вы их всех знаете. Ну, по крайней мере, от них это ощущаете. Слишком вы светлая, слишком вы идеальная. Да. Так, что вам ждать от этих недобрых людей? Ну, я вижу здесь попытки абьюза, я вижу здесь попытки вас использовать в своих, например, каких-то целях не очень хороших, попытки обмана, попытки какого-то воздействия на вас. Нет, у вас это не сработает. Во-первых, у вас чутье на этих всех негативных людей, а во-вторых, высшие силы, они всегда с вами и всегда на страже. Кого-то из вас отыграется, что вам делали неоднократно. Делали вот прям, чтобы избавиться от вас. Это не сработало так, как было спланировано. Может быть, зацепило, может быть, задело, может быть, вы это ощутили. Но оно, как, знаете, по касательной прошло. Чуть-чуть так тирануло, да, и дальше полетело. Это да, это я вижу. Знаете, в чем ваша проблема? Поскольку вы человек очень добрый и благородный, вы не ждете от других гадости и подлости. Вам до конца сложно поверить, что кто-то может либо воздействовать, либо ненавидеть. Да? Вы, конечно, это допускаете, но так, что прям в это поверить, нет. Вот это, конечно, да. Из-за этого получаются такие моменты. И опять же, какое-то всепрощение, всепонимание, всепринятие. Вы всегда человеку даете еще один шанс, да, на то, чтобы исправиться, на то, чтобы поменяться. Но есть такие испорченные люди, которым шансы давать бесполезно. Бесполезно. Они порченными родились, да? Порченными родились. И единственное их призвание в жизни — это нести негатив и зло. Да. Значит, мои хорошие, что вы должны для себя знать? Что бы ни говорили за вашей спиной о вас, все равно хорошего больше. И никто ни разговорами, ни действиями не сможет вас остановить. Вы избранная, ну по-другому я не могу сказать, у вас корона на голове, извините, но я не могу по-другому сказать. И вы будете идти к своему предназначению. И свое предназначение вы гордо будете нести по жизни. Ваше предназначение — это не только ваша самореализация, но еще
прям, ну, где-то у большей части из вас отыграется как серьезное финансовое вливание в вас. Да? То есть вы благодаря своему предназначению еще и денежку заработаете. Вы очень талантливый, способный человек. Никогда об этом не забывайте. И знайте, вот это все зло, которое вас окружает, оно конечно. Добро, оно вечно, а зло, оно конечно. Будьте такая, как вы есть, и знайте, что вы гордость вашего рода. Любовь и гордость вашего рода. Вы никогда не остаетесь одна. Ангелы всегда рядом с вами. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.